статьи 14 проекта Конституции, посвященной основам правового положения личности. Первое. Считаю принципиально важным дополнить пункт 2 статьи 14 проекта положением о том, что права и свободы человека определяют сущность, содержание и применение действующего права в Республике Казахстан. Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина должны выступать основополагающим критерием и целью принятия любого закона, подзаконного акта, нормативного и иного правового акта органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого индивидуального правоприменительного решения, затрагивающего условия и порядок реализации прав и свобод личности. В этом смысле допустимо и оправдано говорить о тотальном приоритете прав и свобод человека в сфере государственного управления, нормотворчества и правоприменения, а также в правозащитной деятельности государства. Использование более широкого и системного понятия «действующее право» представляется обоснованным и юридически точным, поскольку оно охватывает не только законы, но и иные источники права, обязывая государство устранять существующие и потенциальные пробелы в регулировании и расширять гарантии защиты прав личности. Второе. В пункте 3 статьи 14 проекта Конституции необходимо прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Такое конституционное уточнение имеет принципиальное значение, поскольку позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права. Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права. Гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства. К таким правам относятся прежде всего политические права, а также иные права и законные интересы, реализация которых возможна только при наличии гражданства Республики Казахстан. Соответственно, гражданство обуславливает не только объем гражданских прав, но и возложенные на лицо специальные конституционные обязанности, которые не могут быть в равной мере возложены на иных лиц. К числу таких обязанностей относятся защита Республики Казахстан и внесение воинской службы, забота о сохранении исторического и культурного наследия, охрана природы и бережное отношение к природным богатствам, а также иные обязанности, прямо вытекающие из Конституции и законов. Закрепление в пункте 3 статьи 14 проекта Конституции положения о том, что гражданские права принадлежат гражданину в силу гражданства, позволит, во-первых, устранить концептуальную неопределенность между правами человека и правами гражданина. Второе, предотвратить их смешение в законодательстве и правоприменительной практике. Третье, обеспечить конституционную ясность при определении объема прав и обязанностей различных категорий лиц. И последнее, укрепить правовую логику статьи 14 как нормы, системно раскрывающей правовой статус личности. Третье. Пункт 5 статьи 14 Конституции справедливо закрепляет пределы осуществления прав и свобод личности. Реализация прав и свобод человека и гражданина не должны нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственность общества. Пользование правами неразрывно связано с ответственностью личности и возможными ограничениями, определяемыми мерой свободы, установленной правом,
а также принципами гуманности, солидарности и нравственности. Данный подход полностью соответствует статье 29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой ограничения допускаются исключительно законом и лишь в целях защиты прав других лиц, морали, общественного порядка и общего блага в демократическом обществе.